Личное поручение Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на что решилась власть. Люди в ярости. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона для объективного расследования последних событий в Хороге и привлечения к ответственности виновных создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников правоохранительных органов и представителей гражданского общества. Такая новость появилась в последнем выпуске профильной газеты МВД «Канун. Закон и общество» от 9 декабря 2021 года. В сообщении в частности отмечается, что Гулбидин Зиёбеков из-за его убийства люди вышли на митинг в Хороге. Житель района Рошткалья был обезврежен 25 ноября при задержании со стороны правоохранительных органов. Руководители и члены организованной преступной группы для достижения своих преступных целей использовали случившееся как повод для сбора людей перед органами исполнительной власти Горно-Бадахшанской автономной области и города Хорог, говорится в новости. А как вы относитесь к такой переформулировке того, что происходило? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Отмечается, что в ходе инцидента 12 сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению и получили различные травмы. При этом в этой новости о пострадавших среди мирного населения не говорится. В целях тщательного, прозрачного и объективного расследования инцидента, а также привлечения виновных к ответственности по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона образована оперативно-следственная группа, которую возглавил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон. В состав группы вошли 20 сотрудников правоохранительных органов и 6 представителей гражданского общества, говорится в сообщении. Также отмечается, что правоохранительными органами в отношении лиц, причастных к массовым беспорядкам, противоправным действиям и совершению преступлений возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Напомним, что митинг в Хороге начался 25 ноября после гибели Гулбидина Зиёбекова. Он длился 4 дня, и только после переговоров с властями, где были оговорены условия изменения ситуации в регионе, протестующие разошлись. Между тем, достигнутые в ходе переговоров договоренности не выполняются. В частности, стороны договаривались не привлекать к ответственности участников митинга. Таким образом, народ вновь обманули, и причем сделано это с участием президента. Как вы думаете, долго ли ему осталось, если он так и дальше будет себя вести? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.